Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, хау-муллар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной выпуск передачи «Обсудим с Русланом», где я вместе с вами обсуждаем новости, которые произошли в Республике Башкортостан за последнюю неделю. Итак, начнем с самых интересных и, как говорится, самых вкусных новостей за прошлую неделю, а именно с посадок соратников, подчиненных Радия Хабирова. На прошлой неделе экс-председателя Госкомитета по Республике Башкортостан по молодежной политике Яну Гайдук приговорили к реальному сроку в 3,5 года колонии общего режима. Приговорили ее за превышение должностных полномочий, что бывает не так часто. Не так часто сажают этих вот подчиненных Хабирова. В основном они отделываются либо штрафами, либо условными сроками. Ну вот как, допустим, та же самая подружка Радия Хабирова Елена Прочковская. Она отделалась условным сроком, а сейчас вообще с нее сняли судимость. Но в этот раз Яне Гайдук не подфартило так, и она поедет уже на реальный срок в колонию, в женскую колонию. Да? Ее прямо в зале суда одели наручники и увезли на воронке. Что такое вообще Госкомитет по молодежной политике? Это вот та структура, которая вбивает в неокрепшие молодежные умы всю вот эту госпропаганду, все вот эти скрепы, а именно о том, что Россия это великая держава, империя, русский мир, традиционные ценности и так далее, и так далее. Путин великий наш вождь. Все вот эти вот молодежные, она курирует эти молодежные вот организации, такие как Молодая гвардия, Движение Наше. Этим всем занимается как раз Госкомитет по молодежной политике. В нашем случае башкирской молодежью занималась вот эта вот Яна Гайдук, которая сейчас уехала в места не столь отдаленные. Пожелаем ей удачи, как говорится, да, и хорошего настроения. Также на прошлой неделе стало известно, что будут судить бывшего замглавы Бирска Сергея Гайтанова за посредничество в передаче взятки своему шефу, точнее мэру города Бирска Виктории Бурдиной. Ей пытались через вот этого Сергея Гайтанова передать 30 тысяч рублей за то, чтобы мэр города, вот этого Виктория Бурдина, подписала акт приемки от подрядчика работ. Ну, какой-то, значит, подрядчик там должен был выполнить какие-то работы, не выполнил их, и чтобы у него приняли, да, вот акт приемки, там, да, подпись ставится, что якобы выполнены работы, вот он решил занести 30 тысяч рублей. Вдуматься только, да, какая мелочь, вот эта сумма, на какие суммы вот эти падкие чиновники Радия Хабирова. 30 тысяч рублей. Вот за это его, скажем так, будут судить. Вот это вот тот, кто пытался передать, да, вот этот вот Сергей Гайтанов. Саму же мэра города Бирска, вот эту вот Викторию Бурдину, тоже будут судить, но уже по другой статье, за то же самое, за превышение должностных полномочий. Оказывается, она в 2023 году, скажем так, помогла продать историческое здание в городе Бирске, в центре города Бирска, по цене вдвое ниже среднерыночной цены. А потом те люди, которые, ну или та компания, которая купила вот это историческое здание, перепродала это здание уже с прибылью. Ну и, конечно же, поделилась с мэром города, вот с этой Викторией Бурдиной. Сейчас идет следствие, но, скорее всего, тоже будет осуждено. Вот такие чиновники у Радия Хабирова. Всего же на данный момент уже это 36-й чиновник, то есть, да, вот это Яна Гайдук, которую осудили. В общей сложности 36 чиновников разного уровня. Это министры Республики Башкортостан, это руководители ведомств, мэры городов, главы районов, начальники каких-либо отделов, депутаты. 36 человек либо уже осуждены, либо находятся под следствием.
36 человек. Если взять общий срок Радия Хабирова, а находится он в Республике Башкортостан с 2018 года, с конца 2018 года, так вот, если взять общий вот этот срок до сегодняшнего дня, до сегодняшнего года, до 2025, все месяцы взять и разделить на эти 36 чиновников, то выходит, что каждые 2,5 месяца сажают или заводят уголовное дело на какого-либо чиновника, приближенного к Радию Хабирову. Каждые 2,5 месяца в течение 7 лет правления Радия Хабирова. Вот такой у нас гауляйтер, такой у нас глава республики, вор, взяточник, коррупционер со своим другом, осужденным ранее за изнасилование Андреем Назаровым. Вот они вдвоем, сладкая парочка, управляют так республикой. В любой нормальной демократической стране вот только из-за одного вот такого своего подчиненного, которого поймали бы на взятки или так далее, нормальный руководитель региона, там, страны, республики и так далее уже подал бы в отставку сам. Это в лучшем случае. В худшем случае уже давно бы присел бы на скамейку, вот, допустим, с той же самой Яной Гайдук уже, на скамью подсудимых имеется в виду. Но не в России. Путину нужны вот такие вот гауляйтеры, как Ради Хабиров, полностью коррумпированные, вороватые, на которых просто, как говорится, креста негде ставить. Или печати негде ставить, как говорят, да? Уверен, что на Ради Хабирова там целая вот такая папка собрана компроматов, которые периодически махают перед носом у Радия Хабирова, показывая, что смотри, какой у нас крючок есть на тебя. Ты сидишь на этом крючке. И попробуй только не сделай то, что мы тебе говорим. И он делает, конечно же, он, соответственно, что надо продать из Республики Башкортостан, какое-либо предприятие, он продает, хотя, в принципе, уже и продавать нечего, уже давно все продано, как говорится. Если надо какое-то месторождение закрепить за каким-то олигархом и подавить местное население, чтобы оно не ворчало, он это делает с удовольствием, натравливая силовиков. Если надо кого-то посадить, он это делает, лично пишет заявление, как Нафаиля Алсынова. Лично сажал он и Айрата Дильмухаметова, мы знаем, Рамилю Саитову лично сажал, моего брата Рустама Фаридинова лично сажал. Поэтому вот все, что ему говорят сверху, он это делает, конечно же, с удовольствием. Такой у нас вороватый глава Республики Башкортостан, просто злодей, который, конечно же, вместе с Андреем Назаровым и с остальными своими подручными преступниками, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, будет привлечен к ответственности и понесет заслуженное наказание. Это возмездие, как говорится, будет неотвратимое. Следующая новость, которую я хотел с вами обсудить, это экономика. Экономика Республики Башкортостан, а именно известно, что согласно исследованиям аналитического центра равенства, Республика Башкортостан за 2024 год заняла 50-е место из 83 регионов, 50-е место, да, по уровню зависимости от федерального центра. По дотациям, да, которые идут с федерального центра и распределяются по региону. Мы находимся на 50-м месте. Для сравнения, Республика Татарстан находится у нас на 72-м месте. Ну, то есть, чем ниже, да, тем лучше регион, соответственно, тем меньше ему федеральный центр подбрасывает дотации. Так вот, Республика Татарстан находится на 75-м месте, точнее, а Челябинская область, оба наших соседа, да, Челябинская область находится на 72-м месте. Мы находимся на 50-м месте из 83 регионов. Я не считаю оккупированные регионы. Всего на сегодняшний момент считается, что их 89. На самом деле, я их не считаю. И по-старому это 83 региона Российской Федерации. Так вот, мы на 50-м месте. 33% республиканского бюджета нам доплачивается из федерального центра. 33%.
Почему так получается, да? Вроде бы мы богатая республика, когда-то мы были регионом-донором, сейчас мы дотационный регион, и вот как я говорю, нам 33% это дотации идут от федерального центра. Когда-то в 90-х годах наша республика Башкортостан был регионом-донором. Мы были очень богатой республикой. К сожалению, на сегодняшний момент федеральный центр, Россия, Москва, нашу республику Башкортостан превратила в такой вот регион-реципиент, да, ну или дотационный регион. Ну, почему так, давайте вот сейчас обсудим. За 2024 год Республика Башкортостан собрала 299 миллиардов доходов, из которых 224 миллиарда рублей перечислила федеральный центр. У себя оставила тем самым только 75 миллиардов рублей из собранных 299. То есть это 25% она оставила у себя. Плюс еще 33% потом мы, то есть и плюс потом еще мы выпрашиваем у федерального центра, чтобы они нам подкинули дотации. И вот 33% нам еще подкидывают, а нашего бюджета подкидывают из федерального центра. В общей сложности, то есть 25% мы оставляем у себя от собранных доходов, плюс 33% нам подкидывает федеральный центр. Итого это выходит 58%. 58% из собранных 100% мы оставляем у себя. 25% сразу, остальные 33% выпрашиваем. Наши же, свои же деньги. 299 собранных миллиардов это примерно 300 миллиардов, грубо говоря. Это, грубо говоря, 3 миллиарда долларов. Если бы Республика Башкортостан оставляла бы все доходы у себя, все 100%, а такое возможно только когда Республика Башкортостан станет независимым государством, то, конечно, мы, соответственно, получается, жили бы минимум в 2 раза богаче. А если бы те крупнейшие предприятия, налогоплательщики, были полностью в Республике Башкортостан, в нашей собственности, ну или как минимум хотя бы 51% контрольный пакет акций, таких как Башнефти, БСК Сода, Газпром нефтехим, то есть Салават нефтеоргсинтез бывший и так далее. Если бы мы обладали бы хотя бы 51% всех этих предприятий, и они платили бы все налоги сюда, все 100%, все налоги платили бы в Республику Башкортостан, мы бы собирали бы не 3 миллиарда долларов налогами, а где-то как минимум, наверное, 10 миллиардов или 15 миллиардов долларов собирали бы. Соответственно, и жили бы в несколько раз богаче. И хватало бы нам денег и чтобы все дороги заасфальтировать и расширить их в несколько полос. Хватало бы нам, чтобы мы провели газификацию всех сел. Зарплаты бы были подняты в несколько раз выше. Школы бы открывались новые, детские сады, больницы. Ну и так далее, и так далее. Жили бы как нормальная страна. Как сегодня живут многие-многие небольшие страны, но успешные страны. Вот тоже по последним данным, по доходу на душу населения на июнь 2025 года Республика Башкортостан оказалась на последнем месте. У нас всего в Приволжском федеральном округе. У нас в Приволжском федеральном округе 14 областей и республик. Так вот, мы находимся на 14 месте по доходам на душу населения. Он составляет 29 940 рублей. Ну, грубо говоря, 30 тысяч рублей. У нас доход на душу населения. У Татарстана 60 тысяч, в 2 раза выше. А когда-то в 90-х годах Республика Башкортостан и Татарстан вот так вот шли в экономическом развитии, опережая друг друга постоянно, соревнуясь друг с другом. Мы вот шли с Татарстаном вот так вот, как говорится, ноздря в ноздрю. Сегодня мы беднее всех в Приволжском федеральном округе. Вот такая политика Российской Федерации, вот такая политика режима Путина, которая нас превратила просто в сырьевую колонию, выкачивает из нас, из богатейшей республики Российской Федерации, у которой есть нефть, газ, золото, медь,
драгоценные всякие металлы другие. Серебро у нас очень много серебра добывается. Мрамор, всякий плетняк и так далее. Огромная сильная промышленность у нас, сильное сельское хозяйство. Все у нас есть, но все это нам не принадлежит. Бедная, нищая, обворованная Республика Башкортостан. И она будет такой до тех пор, пока Республика Башкортостан не станет независимым государством и не будет жить для себя и ради своих граждан. По-другому никак. В противном случае мы будем вечно вот так обираемы Москвой. Вечно у нас будут забирать все доходы, а потом нам подкидывать на жизнь. И вечно мы будем плестись, как дотационный регион, где-то в хвосте. То же самое сравнить, допустим, с Якутией. Богатейшая республика, наверное, в мире, одна из самых богатейших, у которых есть все абсолютно. Вся таблица Менделеева. Алмазы, золото, нефть, газ, платина, чего только нету. Они еще хуже, чем мы живем. Вот это политика империи, когда она выкачивает из своих колоний все, что можно. Только независимость нас спасет. Следующая новость, которую я хотел бы с вами обсудить, это то, что 30 июня все-таки закрыли площадь Салавата Юлаева и начали подготовку к тому, что будут снимать памятник нашему герою, национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. Я уже до этого говорил в своих выпусках и передачах о том, что я не верю, что памятник Салавату Юлаеву вернется обратно. Я практически на 99% убежден, что его не вернут обратно. Почему? Ну потому что по сегодняшней политике федерального центра, по политике Москвы, по политике Путина и его команды не должно быть у нерусских народов национальные герои, которые когда-то боролись против империи, против, скажем так, столицы, против вообще центральной власти. Не должно быть. А Салават Юлаев это был как раз именно тот герой наш, который боролся против центральной власти, боролся против царей, против императоров. Ну, императрицы, точнее императрицы Екатерины II. Конечно, такой герой, он всегда будет вдохновлять на борьбу. Им всегда будут гордиться. За что? За то, что он боролся против центральной власти. Такие герои, конечно же, в Москве не нужны, и они будут их убирать. И уже я уверен, что пришел приказ Хабирову о том, чтобы убрать этот памятник навсегда. Хабиров, вы слышали хоть раз, чтобы Хабиров как-то выступил против решений Москвы, против решений Путина, против решений Кремля? Я лично ни разу, вот за 7 лет правления, ни разу я не слышал, чтобы он как-то выступил против там каких-либо решений Москвы. Вот Татарстан, он периодически выступает. Да, Минниханов, вот последний раз они выступили против вот этого законопроекта о муниципальном управлении, да, что перевода с двухуровневого на одноуровневую систему управления. Я тоже говорил об этом в прошлом выпуске. Хабиров ни слова не сказал. И не скажет, потому что это до такой степени верный раб Путина, что он примет под козырек любой приказ, который будет исходить оттуда, с Кремля. Любой приказ от Путина, который будет исходить. И ему, я уверен, уже сказали, чтобы убрать памятник Салавату Юлаева навсегда. Как-то же надо будет объяснить это, как это будет объяснить местному населению Республики Башкортостан, в первую очередь башкирам, как убрать, почему нужно убрать. Ну, пока убрали под видом ремонта. Потом, как это будет происходить, замена. Скорее всего, какой-нибудь лидер общественного мнения, лидер в кавычках, конечно же, то есть просто шестерка Хабирова, ну, например, это будет Юлдаш Юсупов, председатель Всемирного Курултая Башкир, или поэтесса Лариса Абдуллина. Да, я беру самых одиозных вот этих шестерок Хабирова. Вот они сделают обращение через средства массовой информации Республики
у нас сегодня такое тяжелое время, когда вся Россия борется против Запада, против НАТО, и мы должны объединиться, у нас должны быть такие герои, которые нас будут вдохновлять, которые боролись за нашу страну. И такой герой у нас генерал Шаймуратов. Я предлагаю поставить его вместо памятника Салавату Юлаеву. Вот такое обращение будет условно от Юлдаша Юсупова к депутатам Госсобрания Курултай, которые, конечно же, примут к рассмотрению и, конечно же, вынесут решение о том, что да, надо заменить такое время, суровое время, когда нужно собраться всем вместе в одном порыве и защищать нашу великую, в кавычках, да, Россию, нашу Россию-матушку. Вот. А то, что они проголосуют, депутаты, у меня нет никаких сомнений. Тоже в прошлом выпуске я говорил, что из 108 депутатов 107 проголосовали за изменение Конституции Республики Башкортостан, по которому сейчас по этим изменениям у нас Ради Хабиров может выносить там выговоры, штрафовать и вообще увольнять глав городов и глав районов. Такого раньше невозможно было сделать, такое могли только сделать на местном уровне сами же депутаты. Сейчас это может делать Ради Хабиров, ну и вообще да, глава республики, как говорится. Поэтому то, что депутаты проголосуют за такое решение, я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну все, народ, а что народ? Народ поворчит, повозмущается. Сейчас, как говорится, репрессии сделали свое дело, когда любого несогласного, вот так вот, как Урала Байбулатова, придут домой рано утром в 5 часов утра, завалят его, арестуют и какую-нибудь уголовную статью пришьют ему. Очень легко. Кстати, об уголовной статье. Как раз вот 4-я новость. Поэтому, заканчивая вот по этой новости по Салавату Юлаеву, хочу сказать, что я не верю, что памятник Салавату Юлаеву вернется обратно. Хорошо будет, если я ошибаюсь. Очень хорошо. Но я на 99% уверен, что памятник уже не вернется. Как говорится, поживем увидим. Впереди 2 года. А за 2 года много что может произойти. Может быть, вообще режим нам повезет, и режим просто Путина рухнет, на что я очень сильно надеюсь и рассчитываю. И думаю, что, скорее всего, рухнет. И тогда мы спасем наш памятник Салавату Юлаеву. Если его за это время, конечно же, не распилят. Где-нибудь там, в каком-нибудь цеху. Итак, последняя новость, которую я хотел с вами обсудить, это то, что бывшего председателя Совета директоров информационного агентства Башинформ, бывшего главу Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислава Мурзагулова приговорили заочно к 8 годам колонии общего режима. Почему заочно? Потому что он не находится сейчас на территории Российской Федерации, он находится за пределами Российской Федерации, и, конечно же, его не могут реально осудить. Ростислав Мурзагулов, мы все его знаем в Республике Башкортостан, кто живет. Это верный и лучший друг был когда-то Радия Хабирова, еще со времен Муртазы Рахимова, они вместе были. Вместе с ним творили различные дела, в том числе и антинародные дела, которые мы помним прекрасно, особенно, допустим, по событиям на Куштау. Вот сейчас он уже оказался в немилости, в опале, уехал из Российской Федерации и вот начал выступать против Путина, что я в принципе поддерживаю. То, что выступает против Путина, против режима Путина. Молодец, как говорится. Лучше так, чем если бы он просто уехал бы и где-нибудь затихарился бы, как многие, и сидел бы молча. Но нет, он активно выступает, что в принципе правильно, я считаю. Нужно добивать этот режим Путина. Приговорили же Ростислава Мурзагулова по 2 статьям. А именно, первая статья – это за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, за так называемые фейки о вооруженных силах Российской Федерации и за неисполнение обязанностей инагента. Ну, он не маркировал свои, скажем так, видео на своем YouTube-канале, на своем Telegram-канале, не маркировал вот этой плашкой о том, что данный там ресурс
делает там инагент такой-то, такой-то. Это вот все должны ставить инагенты. Ну, в том числе и я тоже инагент. Вот, но я тоже не ставлю. Так вот, его приговорили к 8 годам колонии общего режима заочно, плюс ему дали 250 тысяч рублей штрафа и запретили на 4 года администрировать интернет-сайты. 8 лет по этим двум статьям, которые у меня тоже есть уже. Вообще у меня 5 статей на сегодняшний момент, 2 из которых точно такие же. Это неисполнение обязанностей иностранного агента и фейки о российской армии, да, так называемые фейки. Плюс еще там экстремизм, терроризм, призывы к захвату власти и так далее. Если Ростиславу Мурзаголову за 2 статьи дали 8 лет, то мне, наверное, как минимум пятнашка, наверное, будет. 15 лет. Ну, когда будет суд, тогда и посмотрим, как говорится. Но, еще раз говорю, я верю, что российский режим, режим Путина рухнет, эта империя развалится, а Республика Башкортостан станет независимым государством, нормальным, демократическим, где все народы, вне зависимости от национальности и вероисповедания, будут жить счастливо, богато и свободно, будут путешествовать по всему миру, будут открыты, наша республика будет открыта для всего мира, мы будем торговать со всем миром, дружить со всем миром и ни с кем не будем воевать. Не будут больше умирать граждане нашей Республики Башкортостан. Но все это будет тогда, когда Республика Башкортостан станет независимым государством. А она обязательно станет таковой. На этом все. Хау болот. Хурбетле милләттәшләр. Осы шагат иклем.